Одним из завершающих спортивный год мероприятий был ежегодный турнир по национальной борьбе «Хапсагай», посвященный памяти энтузиаста-спортсмена, отличника физкультуры и спорта республики Савелия Оконешникова. Семья переехала в Тамтор в далеком 1990 году и всей душой полюбили этот холодный северный край. Савелий Иванович работал инструктором по спорту, затем был назначен директором спортшколы. Тамторцы до сих пор вспоминают, как дружно под его руководством завершали много лет замороженное строительство спортзала. Республиканский турнир по борьбе «Хапсагай» памяти Савелия Оконешникова проводится по инициативе семьи и с помощью друзей с 2010 года. Мы приехали по торговому направлению. Он вначале директором хозяйственным магазином работал, я продавцом работала. Сперва он по волейболу он их тренировал, и потом по вольную борьбу он пошел. Вот здесь он, вот Андрей Степанчук, вот здесь, вот Мирон Егоров, Павлик Березкин тоже он во время занимался. По его стопам вот Андрей Васильевич Степанчук, тренер Аймеконского наслега, сейчас работает. Я благодарна вот эту администрацию вот, Аймеконского ВУЗа, вот, нас постоянно поддерживает. В этом году турнир состоялся в поселке Веснера и собрал 130 спортсменов 2012 года рождения и старше из Якутска, Чурапчинского, Таттинского, Тампонского, Сунтарского, Ленского, Усть-Алданского, Кобяйского, Атгаласского, Вилюйского и Аймеконского районов. Почетными гостями были родственники, друзья и воспитанники Савелия Ивановича Оконешникова. Для меня это большая честь. Спасибо, что пригласили меня здесь поработать. Здесь очень яркие выступления, очень яркие вот соревнования. Очень именитые борцы приехали. Николай Николаев, Прокопий Петров. У меня, честно говоря, у меня честь их прокомментировать схватку. Их схватку прокомментировать. В общем, организация здесь очень высокая, потому что Усть-Нер это от города Якутска 1000 километров. Вот мой коллега вот удивляется еще. От города до Усть-Нера вот 1000 километров, и здесь асфальт лежит. Вот. Мы, конечно, удивились. И здесь, конечно, очень красивая природа. Вот, совсем не спали. Вот, с Тампонского района по пути увидели очень много-много гор, очень высоких гор. Здесь какие-то очень высокие, мощные, гордые горы здесь, оказывается. Я в Усть-Нере в первый раз приехал. Здесь очень гостеприимные люди. Здесь нас очень хорошо, тепло встретили. Все хорошо, все пучком, все нормально. Пусть победит сильнейший. Такого количества болельщиков Усть-Нерский спортзал не видел давно. С первых поединков стало ясно – борьба будет нешуточной. Надо было видеть горящие глаза самых младших участников, их старания и азарт. Растут будущие чемпионы. Ребята постарше выглядят ловчее и подвижнее. Они уже научились владеть приемами борьбы и используют свою физическую силу. Таким, вероятно, был в детстве и сын Савелия Ивановича, Александр. Он с детства упорно занимался вольной борьбой, достиг успехов, даже возглавлял сборную республики по вольной борьбе. Сейчас он занимает пост главы Аймеконского УЛУСа. Все помогали, все наши предприятия. Тут спонсорами были ООО «Омега», генеральный директор Соколов Максим Андреевич, Green Project, генеральный директор Коздовин Максим Андреевич, магазины «Альянс», «Нера», да? Так, и GV Gold помогал нам. Ну и очень много ученики моего отца там помогали. Ну, все это была командная работа, как бы. Отец вообще
становлении меня как вообще спортсмена, человека, и мать тоже, да, они оба вложили в меня своего ресурса, финансового, вообще воспитания такое, да. Спорт вообще воспитывает у человека такое патриотическое воспитание. Это самое... Спорт – это самое такое, скажем, лекарство, да, против табакурения, алкоголя, наркотиков, да, всяких вот этих, да. И спорт человека дисциплинирует, воспитывает, да. У спортсменов везде очень много друзей, знакомых, как бы, да. Спорт не только там человек должен быть сильным и все, да. Там спорт это такое очень многогранное. Поэтому вот родители призываю всех дать своих детишек в спортивные секции, да. У нас в Уснере есть США спортивный клуб по дзюдо, да. Там и же везде можно, даже скандинавскую ходьбу, что-то, даже взрослые тоже никогда не поздно заниматься физической культурой. Особенно интересными были поединки уже знакомых борцов, таких, к примеру, как Николай Николаев из Вилюйского улуса. Ему 34, мастер спорта по национальной борьбе Хапсагай. Приехал к нам не впервые. В 2015 году в село Томтарда Миконского улуса приехал, участвовал и занял там второе место, проиграл именитому Семену Семенову. И хочу своей коллекции удостоить чемпионства республиканского турнира Савелия Ивановича Оконечникова. Там у меня в абсолютке и в своей весовой категории занял вторые места. Мы как спортсмены, да, всегда рады, что в далеких крайних улусах нашего, республики проводятся такие соревнования на высшем уровне. Мы это уважаем. Как вы считаете, достойная смена растет? Да, уже наша якутская борьба Хапсагай, да, очень популярна не в республике, а даже в регионах, да. Наши братья-тюрки, буряты, киргизы, тувинцы очень смотрят и уважают. В третий раз принимает участие в турнире памяти Савелия Оконечникова и спортсмен из села Эмикон Виктор Княжев. Он учащийся училища Олимпийского резерва, и дома его тренирует воспитанник Савелия Ивановича Андрей Стефанчук. Сегодня Виктор стал абсолютным чемпионом среди юношей. Тренер может гордиться. Сколько схваток у тебя было сегодня в этих соревнованиях? В этих соревнованиях 6 или 7. И сколько выиграл? 6. 6 выиграл. И крайняя схватка была с кем? Винокуров Василий. И я его бросил, проход ноги зашел. По твоему мнению, что важно для спортсмена именно в борьбе Хапсагай? Важна ловкость или сила, или что? Как ты считаешь? Сила не решает, да. Физика. Физическая подготовка? Да. Физическая подготовка, да. И любители и спортсмены отмечают, что Хапсагай, как вид спорта, набирает популярность, и это не может не радовать. Прошедший в Уснере турнир по Хапсагаю памяти Савелия Оконечникова определил 21 чемпиона, 3 абсолютных чемпиона, 42 призера. Спортсмены Эмиконья внесли в копилку района 32 медали, 7 из них золотые. Абсолютными чемпионами стали среди юношей Виктор Княжев, село Эмикон. Среди взрослых в весовой категории до 75 килограммов Ачир Ачиржапов, Хангаласский район. Среди взрослых в весовой категории после 75 килограммов Айсен Келебеев, Татинский район. Призами и памятными подарками наградили и детей, и взрослых. Получили ценный подарок и семья мастера спорта Павла Березкина. Многодетная семья дружит со спортом. И в этом турнире принимал участие не только глава семьи, но и 2 его сына.
Ну, занимался вольной борьбой, потом параллельно Хапсагая. И вот Савелий Иванович Конечников меня привел к взрослую борьбу именно по борьбе Хапсагай. Первые соревнования он нас организовал и отвез, когда в 11 классе учились, на призы Андросова в Татинском районе. Вот там я занял первое место неожиданно. И с тех пор уже пошло. Школу закончил, и студенческие годы тоже занимался. В этом соревновании участвовал я и мои сыновья, 2 сыновей. Маленькие веса были, 26 и 35 килограммов участвовали. Младший сын 3 занял, я сам 3 занял, но старший пока нет. У него впереди достижение победы. Нам подарили спецприз, что мы как с семьей участвовали в этом соревновании. Очень было неожиданно, радостно. И мы всей семьей дружим со спортом. Все мои дети сдали ГТО на золотой значок. В этом году младшая дочка, 1 ступень, 6 лет, получается, сдала на золотую медаль, тоже ГТО. Итог 2-дневных соревнований мы попросили подвести главного судью турнира Андриана Захарова. Соревнования за 2 дня были проведены на высшем уровне. Участвовало 130 человек. Среди мужчин и среди детей состав хороший. С каждым годом этот турнир собирает лучших спортсменов нашей республики по борьбе Хапсагай. И с каждым годом процветает, да, можно так сказать. И призовой фонд увеличивается с каждым годом. Вот это вот хотелось бы отметить, да. И данный турнир в этом году является завершающим этот текущий год, 2024. Запомнилось самое последнее, да, потому что на абсолютке в финале вышли 2 титулованных борца, 2 чемпиона республики, 2 абсолютных чемпиона. И из них неожиданно выиграл спортсмен, который меньше весовой категории, это Келебей Байсен. Он раньше 85 до 85, до 75 боролся. А сейчас уже выиграл абсолютку свыше 75 килограммов. Что показывает то, что спортсмен развивается и показывает хороший результат. Турнир выявил сильнейших хапсагаистов 2024 года. Возможно, через год на этом борцовском ковре встанет новый чемпион.